So yesterday I tried to explain the big difference of the unbeliever and the big difference of those who just believe that they believe is their wrong thinking. Вчера я пытался объяснить разницу между неверующими или верующими в то, что они верят, и в то, что все это упирается в их неправильное мышление. But Paul describes the nature or the situation of unbelievers. И Павел описывает состояние неверующих He speaks about being driven by desires and wrong ideas. следующим образом, что неверующие — это люди, которые ведомы своими собственными желаниями и всякими лживыми понятиями. Because they are under the spirit of this world. They are ruled and governed by the spirit of this world. Почему? Потому что эти люди управляются и двигаются духом этого мира. You can find this in Ephesians 2, the first verses, and then 2 Timothy 3, we heard about these believers who believe they believe, but they not really believe. Помните, как мы с вами говорили из Ефесянам 2 главы, а потом мы с вами говорили из Тимофея из 3 главы, где речь идет о людях, которые просто верят, что они верят. And the proof why we can say that they don't really believe is their lifestyle. И что способ, как мы можем увидеть, что эти люди на самом деле не являются верующими, это по тому образу жизни, который эти люди демонстрируют. They are still governed by the lusts of their flesh. Когда по их жизни видно, что этими людьми правят похоти их плоти. And far away from the glorious character of Christ. И эти люди весьма удалены от славного характера Христа. Like Paul says to Titus, there are many people who claim to know God, but by their deeds they deny him. Как Павел писал Тимофею, он говорит, есть такие люди, которые претендуют на то, что они знают Бога, но своими делами они отрекаются от этого. But we have this glorious calling that we shall be transformed into the image, the character of Christ. Но у нас с вами есть это удивительное призвание быть преобразованными в характер самого Христа. What a privilege. Друзья, какая это привилегия, How правда? great this is. We are not И only насколько это круто, по сути. saved from the wrath of the devil, but we are welcomed in the family of God, and we can be changed into the image of Christ. Представьте себе, как это круто, что мы не просто спаслись от гнева, например, дьявола, и мы с вами все попали в семью Божью, но мы все призваны быть измененными в подобие образа Его Сына. So the problem of those believers, so-called believers, who believe that they believe, but who don't believe, is their wrong thinking. И помните, мы с вами пришли к такому выводу, что основная, ключевая проблема этих людей, которые верят, что они верят, но на самом деле их можно считать неверующими, упирается в то, что у этих людей написано извращенный разум. And because of their wrong thinking, they are unable to believe God in the way that He describes faith in Him. И потому что у этих людей развращенный или испорченный разум, эти люди не могут верить Богу так, как Он на этом настаивает. These people still sing the old song, I do it my way. Это такая категория людей, которая внутри своего сердца поет свою старую песню. «Я буду делать все так, как я понимаю». I can't tell you how many people I met, they claim to be followers of Jesus, and they want to convince me that God is accepting this religious ritual when they were sprinkled as babies in the church and call it baptism. Знаете, например, сколько на своем пути мне встречалось людей, которые пытаются меня убедить, что, например, то, как их крестили или побрызгали водой когда-то в церкви, когда они были младенцами, это было подлинным крещением, например. Maybe this point is not such a big problem in your situation here. in your Может быть, culture, это в вашем контексте не имеет особого значения, это не какая-то большая проблема. but you have similar situations and similar people with strange ideas. Но я уверен, у вас тоже полно своих чудиков. In Kiev, I met a dear lady, and she said to me, I can be a good Christian without speaking in tongues. Например, как на Украине мне попалась одна прекрасная женщина и говорит, я могу быть замечательной христианкой, не говоря на иных языках. Where did she get that from? И откуда она это взяла? Didn't she ever read that Jesus says speaking in tongues is one of the signs of those that follow him? Разве она не читала, что говорение на иных языках является одним из основных признаков уверовавших? Didn't she hear Paul who said, I want you all to speak in tongues? Разве она не читала Павла, который сказал, я хочу, чтобы вы все говорили иными языками? So this is an obvious example of people who get their faith not from the Word of God, but from tradition, from hearsay, from their own ideas. К чему я вам это говорю? О том, что полным-полно окружает нас людей, которые верят не в соответствии с Писанием. Их вера не зиждется на Писании. Она зиждется на каких-то человеческих традициях. А вон тот сказал, а я вот так думаю. How many couples did I counsel who claim before God we are married?
Знаете, сколько мне попадалось, например, молодых людей, живущих в блуде, и которые говорят, ничего не знаем, мы знаем, что в Божьих глазах мы уже женаты. And they were unwilling and unable to see the situation as God's word says. We live Понимаете? in adultery. И That's it. люди такие, они не были, например, способны не видеть, не признать то, как это называет Писание, что в Божьих глазах это люди, которые живут в блуде. So God's answer to wrong thinking and wrong believing is His word. Итак, Божий ответ для извращенного мышления и для лживой веры – это Его Слово. But it's not just His word. И не только Его Слово, It's the commandment to train people to observe His commandments, to do it, to live it. но помимо этого Его повеление, чтобы мы наставляли людей и побуждали их практически делать Его заповеди в своей жизни. Matthew 28, Jesus gave this great commission to make disciples. Матфея 28 глава. Иисус дает это повеление. Идите, у нас научите все народы, но идите, сделайте учеников во всех What is народах. the mark of the disciple? И что является признаком ученика? He's willing and he's learning to do the will of God. Ученик – это тот, который учится исполнять волю Божью в своей жизни. Teach them to observe all my commandments Иисус that сказал, I've given to you. и я заповедую вам, чтобы вы научили их исполнять все, что я вам повелел. In order to do that, we need to meet these people on the personal level. We need to be involved in their lives. И, разумеется, для того, чтобы вот это нам все сделать, нам необходимо с людьми встречаться на их уровне, нам необходимо обращать на них внимание и проводить с ними время. And through intercession, asking the help of the Holy Spirit and talking to them, we find out where they are. И через ходатайство, благодаря помощи Духа Святого и просто разговаривая с этими людьми, мы можем определить то состояние, в котором эти люди находятся. So we really get involved in their lives. Это когда мы начинаем вовлекаться в их жизнь. Learn from God the art of asking questions. И мы начинаем учиться от Бога этому важному искусству задавать правильные вопросы. Let's go again to John 8:31-32, the famous scripture about discipleship. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стих. Это то, что я говорю часто людям, с чего мы начинаем, чтобы они выучили этот стих Писания наизусть. Let's start with the beginning of this verse. This is the great promise of being set free. Давайте начнем с самого начала. Этот стих заключает в себе удивительное обетование, как нам получить свободу. Jesus says, if you do sin, you are a slave of sin. Иисус сначала говорит и утверждает это, что если вы живете в грехе, то вы рабы греху. And being slave of sin prevents us from everything that God has. А быть рабом греху, чем это страшно? Это значит, это препятствует нам получать что-либо от Бога в жизни. Fellowshipping with God, Во-первых, мы не сможем с Богом enjoying общаться, His wonderful presence, мы не можем тогда наслаждаться Его удивительным finding and присутствием, fulfilling our calling. мы не можем ни найти, ни начать двигаться по пути к своему призванию. All this will never happen if we continue living in sin. Это просто невозможно в жизни человека, который продолжает жить в And грехе. Jesus gives this great promise, the truth shall set you free. И тут Иисус говорит свое удивительное обещание. Он говорит, истина способна вас освободить. By traveling and visiting churches in Germany, in Austria, and Switzerland, I see so many Christians bound by sin. Когда я путешествую достаточно много по Германии, по Австрии. Вы не поверите, сколько мне попадается верующих, которые повязаны грехом. And because they know it's wrong, they have a bad conscience, and they are not free to come into the presence of God. И потому что эти люди понимают, что это неправильно, у них виноватая совесть. И эти люди затрудняются прийти к Богу и общаться с Ним. And they are unable to enjoy the wonderful presence of God. И эти люди не могут просто взять и наслаждаться Божьим присутствием. Just a few days before I came here, one of our disciples, a lady that had a terrible background of manipulation and abuse in her childhood and lived a very strange life, she wrote a message, for the first time in my life, I experienced the presence of God. Дорогого это стоит. Получил я недавно буквально сообщение от одной женщины, которая является учеником в нашем служении. И женщина эта прожила довольно странную и тяжелую жизнь из-за того, что с детства она подвергалась манипуляции, всякого рода насилию. И вот она пишет, наконец-таки, первый раз в жизни я смогла по-настоящему ощутить Божье присутствие. And my wife and me, we were just rejoicing И мы с женой просто так радовались. because she finally comes to a major point in discipleship. Потому что ты понимаешь, что вот человек дошел до какого-то переломного момента в своем пути ученика. She's experiencing the love of God. Когда человек начинает переживать That is Божью so любовь. crucial.
Это очень важная And вещь. so many believers I found, yes, they believe the Bible, they believe God is love, but they never experience the approval of God. И, с другой стороны, полно и таких людей, которых я встречаю. Да, это люди, которые верят в Писание, да, это люди, которые верят, что Бог их любит, но это люди, которые никогда не могут этого пережить для себя лично. So Jesus promises the truth shall set you free. Но возвращаясь к обещанию Иисуса, Он говорит, истина сделает вас свободными. And the truth will be given only to disciples. И истину свою Бог веряет только своим The ученикам. others may hear it Dru- and may be able to quote it, but they don't experience the power of the truth. Вы же понимаете, многие люди могут что-то слышать, и они слышали, они могут это даже цитировать, но переживать освобождающее действие истины могут только ученики. So a mark of a disciple is that he is abiding in the word. Итак, один из ключевых признаков ученика – это человек, который пребывает в Слове. His innermost being is filled with the word of God. Это когда внутренность сама этого человека наполнена Словом Божьим. And he's in agreement with the word of И God. это человек, который с этим Словом соглашается. There's not a situation like he's listening to the word, but then there are other truth and other realities that are ruling his life in his case. Ученик – это не тот человек, у которого вроде бы какая-то часть Слова Божьего живет в голове, но когда дело доходит до жизненных решений, человек движим какими-то своими понятиями, какими-то своими истинами. So when Jesus says the truth shall set you free, that means if there's no liberty, then there's a lack of truth, right? Иисус сказал этот простой принцип. Истина освободит вас. Если нам в нашей жизни не хватает какой-то свободы, это значит, что нам по сути не хватает истины. Because if there were only truth, there would be liberty. Потому что там, где есть истина, там есть свобода. Если ее нет, то соответственно. Behind every bondage of sin, there's a lie. И за всякого рода рабством греха всегда кроется какая-то ложь. And don't believe people. Oh, I tried everything, it doesn't work. И не верьте людям, которые говорят, ой, я уже все вот это перепробовал, что они мне говорили, и ничего не сработало. I'm just a helpless victim of sin and I can't do anything else. Я такой бедный, несчастная жертва греха, я просто не могу с этим справиться, вот оно просто, вот я бессилен. And I spent the last years of my life finding the true anointed men of God who could pray for me and set me free. И да, я даже старался, я последние годы своей жизни искал всяких разных помазанных людей, чтобы они наконец-таки помолились за меня, и я обрел свою But свободу. unfortunately, I couldn't find such a person. Но, к сожалению, я искал, но не нашел. So they place their hope in a wrong thing. Такие люди надеются не на то, что нужно. They don't place their hope in the truth, but in some people who can do some magical stuff with them. Такие люди не полагаются, хотя должно, на истину свободную освободить, но они ищут каких-то христианских магов, которые просто сделают чудо в их жизни. Without any need for them to change. И это же всегда подразумевает, что тогда мне меняться ни в чем не нужно. This is a myth. И This это is a lie. абсолютный It обман, does это not миф. work like that. Так ничего не работает. We need to see the truth. Каждый должен And увидеть when we see истину. the truth will set us free. И тогда эта истина принесет нам I освобождение. don't care what kind of bondage to sin it is and how long this bondage already exists. I И, don't care. и смысл не в том, насколько это затяжное рабство, насколько это глубокое рабство. Это не будет иметь существенную And роль. in my ministry, I can see the power of this truth of John 8. И я, например, в своем служении видел силу этого отрывка из Иоанна 8 главы. For the last years, God led me to work with men who are deeply bounded by lust and pornography. Последние годы Бог мне приводил различных людей, которые просто жестко повязаны похотью и порнографией в основном. So for me, the subject of discipleship is not a theory that I got out of a book. It's real. It works. Поэтому для меня это тоже не какие-то теории, я вам пришел рассказывать. Я вижу, как это работает в жизни конкретных людей. And my greatest reward, besides the face of God shining over me, is seeing people's lives change. И честно вам скажу, помимо самой большой награды, это когда Божье лицо сияет на меня, для меня тоже одна из самых удивительных наград — это видеть, как жизни людей по-настоящему меняются. What a great experience if people who were struggling with sin all their life long, then they come into the liberty of Это Christ. такая невероятная радость увидеть, как люди, которые долбались всю свою жизнь, они приходят к свободе наконец-то.
So a disciple learns to abide in the word, Итак, мы говорим с вами о том, что ученик, он учится пребывать в Слове. which is much more than just saying amen to a good message. И это нечто гораздо больше, чем просто сказать «Аминь» на хорошую услышанную проповедь. It's an agreement of the heart. Это согласие внутри сердца. It's an enjoyment of God's commandments. Это радость от Божьих заповедей. It's allowing the word to live on the inside. Это когда я позволяю Слову жить внутри себя. Colossians 3:16, let the word dwell richly in you. Колоссянам 3:16. Слово Божье да вселяется в вас обильно. So that is not just a good message on Sunday morning, Просто хорошую проповедь я вот раз в неделю в воскресенье услышал. but it's a reality that you can enjoy all week long. Но когда Слово Божье становится внутри нас реальностью, и мы наслаждаемся им в течение всей недели. So a disciple is teachable. He is willing to submit to the truth of the word. Итак, ученик – это тот, который готов учиться. Это человек, способный к научению. Это человек, который готов покориться Слову. He's not stubborn. He's not holding on to his strange ideas that he picked up. Это не in упрямый his past. человек, который где-то нахватался каких-то идей в своем прошлом и держится за них. And he realizes that he needs help. Это человек, который осознает, что он нуждается в помощи. You cannot help a person that is convinced, oh, by the time he can do it by himself. Знаете, и помочь невозможно человеку, который считает, что может справиться сам. How did the first church start in the New Testament? Вот вы видели, как началась первая With церковь в Новом broken Завете? people who said, what must we do? Она началась с толпы, можно сказать, сокрушенных людей, которые сказали, что же нам теперь делать? They didn't ask, what must we know? Они не сказали, что же нам узнать такого нового? What must we do? Они сказали, когда услышали проповедь Евангелия, что нам теперь делать? We need help to change our lives. И нам нужна помощь, чтобы наша жизнь изменилась. This is the right attitude. This is the attitude of a disciple. Итак, мы говорим с вами сейчас о правильном отношении внутреннем ученика, о настрое таком. Before we start discipling someone, let's challenge them and let's make sure that they have this humble attitude. И прежде чем мы начнем кого-то наставлять, помогать кому-то стать учеником Христа, нам важно удостовериться, во-первых, что у человека именно такое отношение. In Acts 2:42, the life of these first believers was described like this. В Деяниях 2:42 описывается образ жизни учеников. They devoted themselves to Они- the teaching of the apostles. Посвятили себя, или они пребывали постоянно в учении апостолов. They didn't join a club where they discussed the Bible. Они не присоединились к библейскому клубу, где обсуждают Библию. And all opinions are on the same level, and one has this idea and one has another idea. И когда That's also very все interesting. собираются, просто скидывают всякого рода свои человеческие идеи о Библии. Окей, у тебя такое мнение, у меня вот такое мнение, а вот тут еще что-то интересное. И все эти мнения одинаково важны. I met house groups in Germany. They operate on this level. Знаете, я встречал, например, церкви домашние, ну типа домашних групп. В Германии вот они по такому принципу и двигаются. They just discuss interesting Bible questions, Они просто обсуждают некие интересные библейские вопросы. but characters are not changed by this. Но, к сожалению, характер таким образом не As I меняется. said, the problem of people is pride, and the solution is humility. И я вам уже говорил, проблема у людей с гордостью. И решение для гордости, ответ – это смирение. And a mark of maybe the most obvious mark of humility is I'm willing to let the Word of God be the judge over my thoughts, my dreams, my intentions, my behavior, my character, my everything. И, наверное, самый ярко выраженный признак внутреннего смирения – это когда человек говорит, я позволяю Слову Божьему судить мои мысли, судить мои фантазии, судить мои мечты, судить все во мне. This is Hebrews 4:12. И, кстати, это Евреям The 4:12, Word is the judge. где написано, что Слово Божие, оно судит. But it will only be the judge when you allow it to be the judge. Но оно может проникать и судить только когда мы его пускаем. And then, step by step, the light of the Holy Spirit will shine and show the lies that you have built your lives on. И тогда свет Божий начинает сиять все ярче и ярче, и он начинает обнаруживать различного рода ложь, на которой мы свою жизнь построили. Only in the light of God's word, the lies of your life will be exposed. Друзья, Only by this word. Только, это единственный способ, только во свете Божьего Слова So we are not, ложь вашего сердца может быть обнаружена. looking for lies, we are looking for the truth. Поэтому, друзья, принцип важный. Мы не ложь пытаемся откопать, мы истиной пытаемся обзавестись. When we fill our lives with the truth,
then in this light the lies will be exposed. И как только мы принимаем эту истину, мы обзаводимся этой истиной, тогда ложь, которая живет внутри нас, обязательно вылезет наружу. And then we can turn away from the lies И and тогда replace them with truth. мы можем отвратиться от лжи и заменить ее истиной. We all, from our background as children of the devil, who's the father of lies, we are filled with all kind of lies. И тоже не стоит нам обманываться из-за того, что отцом нашим был дьявол, и его зовут отец лжи. Соответственно, мы его дети, которые росли долгое время в этом, мы напичканы ложью. There are lies about ourselves, lies about God, Есть столько лжи внутри нас, о нас самих, о Боге. about the devil, О дьяволе, кстати, тоже, о грехе. lies of all kinds about these important questions. Это всякого рода ложь, которая касается вот таких важных понятий. And especially we have to deal with the lies, the wrong ideas about ourselves. И чрезвычайно важно нам разобраться с ложью, которая касается нас самих. People live an unhappy life because they have unhealthy, wrong ideas and perceptions about themselves. Люди живут, в общем-то, несчастной жизнью именно по той самой причине, что они смотрят на себя через ложь, и у них всякого рода неправильное восприятие себя. And in the process of discipleship, these lies will be exposed. И в процессе ученичества эта ложь обязательно выйдет наружу. And because they made this general decision, yes, whenever I see the light, whenever I see the truth, I will just dismiss the lie, then they will progress. И так как ученик — это человек, который решил для себя, что каждый раз, когда я буду сталкиваться с истиной, и она будет обнаруживать ложь, я буду отвергать ложь, и посему такой человек будет расти. And a good way to find out what people feel, how people feel about themselves and how they see themselves is by listening to their words. И, конечно, один из самых эффективных способов понять, что люди думают о себе, это просто их слушать. Because Bible says, out of the abundance of the heart. Почему? Потому что Писание нам говорит, что от избытка сердца говорят уста человека. So it's very helpful to listen to what we say about ourselves or what the disciple is saying about himself. Поэтому важно нам и к своим собственным словам прислушиваться, обращать на них внимание и слушать, что говорят, например, о себе люди, которых мы пытаемся взращивать. And when we pay attention to what comes out of our mouth, sometimes we can get mighty revelations. Могучие откровения можно получить, когда мы слышим, как мы иногда что-то про себя родных Problem is говорим. that many people speak and they're not listening to what they say and they don't compare what they say with truth. Проблема в том, что люди и сами себя не слушают, и они тем более не берут то, что они говорят, и не сравнивают это с Писанием. I learned these things in the early years of my Christian walk. Я научился этому еще в ранние годы своего христианского I didn't хождения. have any books on these subjects. There were no books available about this. Так случилось, что мне не попадалось никакой приличной литературы на эту тему, тогда книг таких не было. But Jesus said to me, you need therapy. Но однажды Иисус мне сказал: And I did not Хартвик, resist and I did not try to convince him that ты this is wrong. нуждаешься в определенной терапии. И я не стал с ним спорить и убеждать его, что он не прав. Because from all the things I have experienced in life and then because of all the drugs and all this, my mind was completely destroyed. Потому что из-за всего того, что я пережил в своей жизни, из-за наркотиков, которые я употреблял, мой разум был в очень плачевном состоянии. And he said to me, you need therapy. И Бог мне сказал: тебе нужна терапия, And I лечение. agreed. И я And согласился. he said, I'm the doctor who heals you. И он говорит: я, Бог, целитель твой. And I said, yes, please. И я сказал: хорошо, давай. I remember one situation in the hospital. I was working with a certain person from staff, and it was so terrible to work with her because you could never please her. Whatever you do, it was wrong. And she would correct you and rebuke you. В этот момент я работал в больнице медбратом, и у меня были очень сложные отношения с одной начальницей, потому что сколько бы я ни пытался сделать все хорошо и угодить ей, это было совершенно невозможно. And one day, in total frustration, I cried out to God, I cannot stand this person anymore. I don't know what to do with her. She's just like my mother. Знаете, и однажды я начал говорить: Бог, я уже не могу эту женщину никак вытерпеть, я уже не знаю, что мне с ней делать, потому что она точно такая же, как And моя мать. immediately I got a revelation. И тут же ко мне пришло откровение, There's a deeper problem. что вот за этой It проблемой has to do с with what I определенной experienced with женщиной my mother. есть гораздо более глубокая проблема, которая была связана с моей матерью. The reason why I have problems with this person is because the problems in my heart with my mother are not solved. И стало понятно, что у меня проблемы с вот этой женщиной на работе, потому что моя глубокая проблема, которая была связана с моей матерью, внутри меня не была разрешена. So the lies that we believe about ourselves must be exposed. Итак, ложь,
которую мы имеем о себе самих, должна проявиться? People think, even Christians, I'm worthless, I'm ugly, no one loves me, I'm alone, I'm helpless. А многие христиане, они вот так про себя чувствуют и думают: я никому не нужен, я ужасный, я мерзкий, я одинокий. I'm a victim. Life has been so hard on me. Я просто жертва, потому что жизнь, она была такой жестокой ко мне. No one understands my problems. Никто не понимает вот этих моих проблем No one can внутренних. help me. Мне никто не может помочь. Even God doesn't seem to be interested in me. Кажется, что и Богу наплевать тоже. And they feel hopeless about themselves and their И эти situation. люди испытывают определенное чувство безнадежности о себе. And they have convictions like, I have two big problems. У них внутри живет эта вера, что у них проблемы слишком большие. People believe these kind of things about themselves. Люди вот во все в это верят о себе. And they speak these things. И они их регулярно говорят. And this is how they can find out where they need to change. И это те сферы, которые мы можем как раз-таки и определить, нуждаются в исцелении. How many people told me, this sin is so strong, I cannot resist it. It's just overwhelming me. I'm helpless. Сколько людей мне говорили: это слишком мощный грех в моей жизни. There's nothing- Я вот столько старался, я уже столько пробовал, я не могу это победить. There's nothing I can do about it. И I я tried ничего everything. уже не могу с этим сделать, все, я уже все попробовал. It just does not work. Просто ничего не работает. And then many times I say, okay, then let's go together before God and tell him he's a liar. Я тогда им говорю: хорошо, давай возьмемся за руки, пойдем к Богу и скажем ему, что он лжец. His book with these wonderful words is just good enough for preachers to entertain people on Sunday morning, but it's not for life. Да, потому что, окей, тогда вот это слово, которое мы читаем, это так, для проповедников только воскресных, чтобы они могли этим словом толпу поразвлекать. Но в ежедневной человеческой жизни Those это promises- не имеет никакой силы. Those promises about liberty, they don't Конечно. work. И все This эти is not the truth. обетования о свободе, это ничего не работает. Неправда все. People need to realize with this kind of attitude, they accuse God И being a люди liar. как будто бы не понимают, что когда они вот такое отношение начинают внутри себя культивировать, они фактически объявляют Бога лжецом. And they think they are right and God is wrong. Им кажется, что они правы, а Бог вот он что-то не прав там. No, God's word is true. Нет, Слово Божье, истина. And when it's not working in my life, then I'm not really applying the word as I should do it. И когда это слово не работает в моей жизни, это означает только одно, что я не применяю его как должно. The problem with this negative self-perception, this wrong self-image that we have, И проблема с вот этими лживыми представлениями о себе, о вот таком негативном It's- понимании, восприятии себя. it's not just an inward problem, but it determines the way we live. Поймите, это не просто вот внутренняя проблема, от которой парится человек, но это будет определять, куда мы двинемся в своем будущем. You will never find a person that believes he's unworthy to be loved, he's inferior, he's rejected, that is open and has joy in meeting people and talking to them. You will never find that. Вы никогда не встретите людей, которые зациклены на своей неполноценности, ущербности и прочих вещах, чтобы это люди, которые могли бы по-здоровому как-то общаться с окружающими людьми, их хотеть встречать, с ними время проводить и им служить. A person that believes these lies about himself, he will be reluctant and shy and distant. Такого рода люди, они такие всегда застенчивые, они такие всегда немножко опасаются инициативу проявлять. Это люди, которые привыкли себя дистанцировать от других людей. And afraid to contact people to get to know them. Это люди, которые боятся, что кто-то их начнет лучше узнавать. So this is such an important truth of the Bible. The way you feel on the inside about yourself, this will determine the way how you will live. И именно поэтому это такой ключевой вопрос, потому что он начнет определять ваше видение себя, как будет двигаться ваша жизнь. We are not determined by circumstances. We are determined by our understanding of ourselves and things around us. В реальности наша жизнь не определяется и не зависит, по большому счету, от окружающих обстоятельств. Она напрямую зависит от того, как мы видим себя. So many people are unhappy and they think it's the wrong circumstance, it's the wrong boss, it's the wrong wife, it's the wrong church. Часто бывает, что люди, глубоко несчастные внутри себя, они считают: окей, это не те у меня жизненные обстоятельства, не подходящие, не тот муж, не та жена, не тот начальник, не такие дети. В общем, все не то и все не так. And therefore they try to change their circumstances. Именно поэтому они пытаются изменить окружающие обстоятельства. Only to find out the next thing is even worse than before. Только для того, чтобы прийти к выводу, что вот это новое еще хуже старого. The next boss is even worse.
Следующий начальник окажется еще The next противнее woman. предыдущего. the next church. Очередная женщина и очередная церковь в том числе. And I know people that live this lifestyle for 20, 30 years. И я знаю людей, которые ходят вот по этому кругу 20-30 лет в легкую. And they are so rejoicing when a new church opens up in our town. И они радуются, вау, новая церковь открылась в нашем городе. Because yes, this is the right church. Потому They что have love. это вот наверняка будет самой классной, там будет море любви. Finally, I found a church where they are not hypocrites. Наконец-таки я нашел церковь, где они не лицемеры хотя бы. And they are so excited for the first И week. люди радуются первые несколько недель. And they don't realize they said the same words already to other churches that they visited. И or они drove by. забывают, что вот эти дифирамбы, они уже пели куче разных церквей, которые были у них на пути. So these people have never understood and accepted the truth. Your life comes not by good circumstances or avoiding bad circumstances. Your life comes from your own heart. Это люди, которые так и не приняли, что наша жизнь упирается не в какие-то плохие жизненные обстоятельства или ситуации, она упирается в состояние нашего собственного сердца. We are not unhappy because of bad circumstances. We are unhappy because something is wrong on the inside. Мы несчастны вовсе не потому, что что-то вне нас не так, а потому что с нами что-то внутри не так. And this is such a message of hope. И это настолько сильное послание надежды. Because many times you cannot change your circumstances. Потому что часто обстоятельства в жизни You didn't сложно choose the family that you were born изменить. in. Правильно? Вы не выбирали себе родителей, которые many вас other родили. И вы не можете изменить и выбрать какие-то But- вещи, они от вас не зависят. But Но we can change the atmosphere on the inside. мы можем изменить внутреннюю атмосферу собственную. We can change the way we see ourselves. Мы можем изменить то, как мы смотрим на себя. I know in the beginning looks like a hard work and almost impossible. Я понимаю, что вначале это выглядит как нечто очень трудное, может быть, даже почти невозможное. But if the disciple is persistent, Но если he will ученик make progress and прилагает he will change достаточно старания, он будет двигаться и будет меняться. the atmosphere on the inside Атмосфера внутри будет by меняться the truth of the Word of God. благодаря истине Божьего Слова. So if people get hold of this truth, it's not about your circumstances, it's about your heart. И тоже, если люди могут ухватиться за эту истину, что это не вопрос внешних обстоятельств, это вопрос нашего сердца. Proverbs 4:23, out of your heart comes your life. Притчи 4:23, потому что из сердца вашего источники жизни. So if you want to have a better life, then make sure you have a better heart. Поэтому, если хотите, чтобы жизнь ваша была лучше, проследите, чтобы сердце ваше становилось лучше. You are responsible for the condition of your heart. И именно вы несете ответственность за ваше состояние сердца. Whether you allow depression, negative thoughts, hopelessness, victim mentality, this is up to you. Знаете, будете выпускать свое сердце и развивать там мышление жертвы, безнадежности, депрессии, уныния, это от вас зависит. We can change the way we look at things. Мы можем изменить то, как мы смотрим на вещи. This is one of the most important subjects that we need to teach this disciple. И очень важно ученика нашего этому обучать. And by teaching them, I don't just mean we give him a YouTube link and listen to this and then Да, that's it. обучать не значит скинуть им ссылку на YouTube, на хорошую проповедь, давай, слушай, дружок. No, the Bible says the mind is darkened. Библия говорит нам, что ум этих людей помутнен. And when the mind is confronted with the truth, it just grabs a little bit. И когда вот такой затуманенный разум, у него происходит столкновение с истиной, он какую-то часть его может вместить. And even if he's willing and open-minded, don't think he heard it, then he understands it. Don't think it. Только потому, что человек вроде бы хочет и заинтересован, человек один раз что-то от вас услышал, не означает, что это в полной мере вселилось ему в разум. This is the big mistake pastors do since Кстати, the days of the Reformation. это огромная ошибка, которую делают проповедники со времен реформации, кстати. In the days before the Reformation, they had just tradition. Потому что до реформации слово вообще никто не Thank проповедовал. God we had the Reformation, now we preach the Bible as the Word of God. Только традиции людей. А потом, со времен реформации, слава Богу, мы Слово Божие So we проповедуем. bring the word of truth to the people, they say yes, they accept it, and they will be changed. Теперь мы со времен реформации верим. Мы людям Слово проповедуем, они его слушают, они его принимают, говорят «Аминь», и все, и меняются It сразу же. does not work like that. К сожалению, вот по такой схеме не бывает тоже. And I hope many or maybe all of us have already experienced. We listen to a certain message. It's great, it's inspiring, it's helpful. И я думаю, что многие из вас уже тоже это переживали. Мы слушаем какую-нибудь хорошую проповедь, она такая вдохновляющая, она такая замечательная. 1 year later, we hear the same message, Год спустя мы слушаем ту же самую проповедь,
And we hear things we didn't hear the first И time. вдруг мы понимаем, что мы слышим то, чего не услышали с первого раза. We can't even remember that it was part of the message. We say, this is new, this is Мы, new life. мы переслушиваем ту же самую проповедь, и вдруг там как будто отверзается что-то, и там попадаются какие-то отрывки, которые мы даже не заметили в прошлый раз. The mind is darkened and it takes time to be confronted with the truth. And then the light will go deeper and deeper and deeper. Потому что разум затуманен, он затемнен, можно так сказать. Очень важно, чтобы мы раз за разом слушали вещи, и тогда истина и свет начинают проникать глубже. So it's not enough for our disciple to give him the right books, the right messages. Поэтому в определенном смысле недостаточно ученику давать какие-то правильные книги, чтобы он читал или слушал хорошие проповеди. We tell him to work with this material. Мы призываем такого человека работать с такими That материалами. means taking time, thinking about it, Это означает, мы просим их уделить время, чтобы они раздумали над чем-то asking intelligent questions и задавали какие-то внятные вопросы. like, what does this text really mean? Например, что точно означает этот стих Писания? And what does the Holy Spirit want me to do with this? И что Дух Святой хочет, чтобы я с вот этой информацией сделал? What are the practical consequences out of this? Какие практические шаги мне надо делать, исходя из того, что я читаю? And we help him in this process by asking questions. So what did you understand? И в этом процессе мы людям понимаем, когда мы задаем им вопросы. Что ты понял из этого? Sometimes I'm amazed people come to me in person or in writing and they say, you said this and I never said that. Меня тоже удивляет. Бывают часто такие ситуации, когда мне люди либо пишут, либо лично со мной разговаривают и говорят, ты сказал вот это, вот это, вот это, но я заведомо знаю, что ничего подобного не говорил. They just heard what they wanted to hear. Есть люди, которые вообще слышат то, что хотят. It's the same with me writing a text, a letter or something, and then I try to correct it myself. It doesn't work. Да, это, знаете же, то же самое, что иногда я пишу там письмо какое-то, какое-то сообщение. Я не могу его сам себе исправить. For example, in a sentence, I miss a word. Например, когда я пропускаю слово And this какое-то, sentence doesn't make sense. и кто-то мне говорит, ну какое-то у тебя предложение неполное. And then I read the message or the text again, Потом я перечитываю заново but этот I текст. don't read what the text says. I read what I wanted to write. Часто мы не можем исправить даже то, что мы сами написали. Кто-то нам говорит, у тебя в этом предложении не хватает слова какого-то, или там «не», или чего-то. Но когда я это начинаю перечитывать, я часто даже не вижу сам текст, я просто прочитываю то, что я хотел в своей голове сказать, и я не вижу реально проблем с текстом. Text to my wife. А потом я показываю своей жене, например, And she says, этот "There's a текст. word missing." Она говорит, а вот тут слова не хватает. And I said, this can't be because I checked it 3 times. А я ей говорю, да как так, я уже 3 раза перечитал. And she said, show me. Она I said, говорит, show me. и я говорю, ну покажи, что не I said, хватает. "Okay, here's the Она word говорит, а missing." вот тут слова не хватает у I тебя. look. И тогда я смотрю, Yes, you're right. и точно, слова не You хватает. need someone to see the wrong things you produce with your mind. Очень важно, чтобы кто-то посмотрел и перепроверил те какие-то неправильные вещи, которые мы произвели своим мозгом. And if you belong to the fools like Paul describes, they all compare themselves with themselves. И, надеюсь, мы не будем поступать, как Павел говорил, с дураками, которые сравнивают себя сами с собой. They're always right in their own eyes. Знаете, это такие глупцы, которые всегда правы в своих глазах. Therefore, we need to learn and we need to teach the disciple to compare himself not with himself, but with the truth of Поэтому Scripture. нам так важно обучать людей, чтобы они не сравнивали себя с собой, но чтобы они сравнивали себя с истиной Писания. And for many people, this is a total new concept. И знаете, для разных людей это некая неведомая доселе концепция. So the battlefield is the mind. Итак, поле сражения — это разум. The way we think and the way we feel about ourselves. То, как мы мыслим о себе и как мы себя чувствуем о себе You need самих. to understand, feeling is just the long-term product of thinking in a certain direction. И важно нам понять, что такое человеческое чувство. Это конечный продукт мышления, нашего собственного мышления в определенном направлении. So people feel rejected because they believe all their life long, I'm rejected. Почему люди чувствуют отвержение, например, со стороны других людей? Потому что всю свою жизнь они думали так о себе, что они отвержены. This feeling comes as a result of thinking in a wrong way for a long while. Например, в данном случае мы говорим о чувстве устоявшемся, которое является конечным продуктом мышления долгосрочного. And many people try to fight their bad feelings. И люди часто хотят что-то сделать со своими негативными чувствами, во-первых. It does not work. Но так тоже не Don't работает. fight feelings. С чувствами глупо сражаться. Find the wrong ideas on which these feelings are
вычислите ту лживую идею, на которых выросли эти чувства, and then change your ideas. и начинаете менять ваши понятия. Bring your ideas in agreement with the truth of the Начните word. приносить ваши понятия в согласие, приводить в согласие с истинами Божьего Слова. That's why, in a little provocative way, I say to people, if you don't like your feelings, why don't you get some better ones? Именно поэтому это несколько, конечно, раздражающе для людей звучит. Я им говорю, если вам не нравятся ваши чувства, почему бы вам от них не избавиться? You can change the way you feel about yourself, about your life, by agreeing with the truth of the word. Вы можете изменить свои собственные ощущения, мироощущения о себе самом и о вашей жизни, когда вы начнете приводить это все в согласие, свои мысли, со Словом Божьим. Romans 12:2, very important scripture. Римлянам 12, 1, 2. Очень важный стих I Писания. say it in my words, be no longer in agreement with the world. Я перескажу вам этот стих своими словами. Хватит жить в согласии с мышлением этого мира, But get changed но изменитесь. by the renewing of your mind. Переживите преобразование, изменяя свое мышление. And when Paul speaks about the world, this is the kingdom of darkness, where Satan is God. И понятно, что когда Павел говорит о мире, он говорит о системе этого мира, о царстве сатаны, где сатана является He's the Богом. father of lies. Он отец всякой лжи, And he was successful in bringing his lies into your life. и он преуспел в том, чтобы насадить и в вашу жизнь свою ложь. Every person has a kind of philosophy of life, У каждого человека есть своя философия even if жизненная. they're not aware of it. Даже если люди не осознают это, у них есть собственная They have ideas, философия человеческая. have ideas about what is right and what is wrong. У каждого человека есть встроенные понятия о том, что правильно и что неправильно. What is important, what is not important. Например, что важно для меня в жизни, что не важно. У любого человека есть набор таких понятий. And as Christians, we need to be aware that we were shaped by this atmosphere, by the spirit of this world. И даже нам, христианам, важно осознавать, что мы были сформированы духом, господствующим в воздухе, атмосферой этого мира. We belong to that world, but we no longer belong to this И world. когда-то мы этому миру принадлежали, но больше не We are принадлежим. in the world, but we are not of the world. Мы все еще живем в этом мире, но мы уже не от этого We were мира. taken out of the realm of authority of the devil and placed into a new kingdom. Потому что мы были перенесены из сферы царства тьмы и помещены в новое царство. This takes place when someone truly repents Когда and человек commits his life to Jesus. по-настоящему раскаивается и покоряет свою жизнь Иисусу. He Это will be происходит. born again. И тогда человек рождается свыше. A new spirit on the inside. Мы обретаем новый дух внутри себя. And this spirit is made of the same stuff like God. God is spirit, we are spirit. И это такая же субстанция, из которой состоит сам Бог. Потому что Бог есть дух, и мы теперь дух. But the problem is when Paul says we are a new creature, everything is new. И потом Павел нам провозглашает и говорит, вот, вы теперь новое творение, теперь все новое. He's not talking about our character. He's not talking about our behavior. Совершенно понятно, что он не говорит ни о нашем характере, ни о нашем поведении все еще. He's only talking about our real innermost being, our personality, our person, who we are. Он говорит о том, кем мы становимся внутри по своей сущности. It speaks about our spiritual position in the relationship with God. Он говорит о нашей позиции, о нашем положении в наших взаимоотношениях с Our Богом. ideas, our values are not changed automatically. in conversion. Понятно, что через рождение свыше наше мышление и наши ценности не меняются автоматически. And therefore, we are called to get out of agreement with the world. Именно поэтому есть этот призыв, чтобы мы выходили из согласия с этим миром. We check and challenge those values that we have learned. Чтобы каждый из нас проверил и подверг испытанию все эти ценности, которых мы когда-то нахватались. We identify lies and call them lies and treat them as lies. Мы должны выловить всю ложь, назвать ее ложью и относиться к этому как к лжи. We are not following lies anymore. Мы больше не следуем за ложью. And this is how we are being changed. И именно так мы и преображаемся. Not by willpower. I will now try my best to be a good person. Не силой собственной воли. И вот, я сейчас сильно постараюсь быть хорошим It will not человеком. work. Это не будет работать. Willpower is good, but not good for changing character. Сила воли — это хорошая штука, но она неэффективна для изменения характера. The way we think. То, как мы мыслим, вот где собака зарыта. Amos 3:3. Амос How 3:3. can two walk together
Как могут пойти двое unless they agree first. вместе, если сначала не согласятся? Renewing your mind means you agree with God. Обновлять разум — это значит соглашаться с Богом, You учиться. no longer try to live a Christian life and at the same time agreeing with the devil. It will never work. Невозможно никому пытаться жить как христианин и при этом соглашаться в голове с дьяволом. Это невозможно соединить. A picture of this is Israel when they were delivered out of Egypt under the cruel rulership of Pharaoh. И такой это хороший прообраз, когда Бог вывел евреев из-под власти, господства фараона. They were truly delivered from his authority. Они воистину освободились из-под его господства, правда Between же? them and Pharaoh was the Red Sea. Все, между ними и фараоном было Красное He море. died, finished. И фараон were там on и the other погиб, side. все. Конец ему. И Slavery is over. они перешли на другую сторону, конец рабству. And what was one of the first things God says? Go and wash your clothes. И интересно, что одна из первых вещей, которые требует у них Бог, Он говорит: идите и помойте, постирайте вашу одежду. They were no longer part of Egypt, Потому что они все, они больше не часть but Египта. the stench of Egypt was still in their clothes. Но при этом вся их одежда была пропитана Garlic египетской and all the вонью, rest of it. чесночком и все, что они так сильно любили. And God says, go and wash your clothes. И Бог им говорит: идите They и were сразу out of Egypt. выстирайте вашу одежду. Вот они только ушли из Египта. But Egypt was still in them. Да, но Египет был все еще в них. That is the situation with a newborn Christian. И такова ситуация любого новорожденного христианина. And what many people do is they see the old stuff and they doubt their salvation. А что происходит с людьми, если они, скажем, вовремя не постирают одежду? Они начинают оборачиваться на все это старое, и они начинают сомневаться в своем If I really were a спасении. new creation, then why are these things still there? Это когда люди запах-то чувствуют, и они говорят: если бы я по-настоящему родился свыше, почему тогда меня эти запахи преследуют? It's absolutely important that we understand what has happened when we become a Christian. Очень важно нам понимать то, что происходит с нами, когда мы переживаем возрождение. Because these are things that you don't find confirmed in your emotions and in your experiences. И понимаете ли же, в чем дело? Вы не будете находить подтверждение своему спасению и обращению ни в своих воспоминаниях, ни в своих чувствованиях. And for decades we have been trained to trust our emotions and our experiences, А мы всю свою жизнь привыкли доверять своим чувствам и своему опыту, not being aware that we trust lies. не понимая при этом, что мы доверяем лжи. So finally, for the first time, absolute truth entered our life. This is a revolution. Первый раз в нашей жизни случилась подлинная духовная революция. В нас попала истина. And when we learn to stand on the word, then we can get rid of the influences and the things we have learned in the world. И когда мы учимся стоять на слове, вот только так мы научимся избавляться от всего того, чему мы были обучены в этом мире. It's crucial for a disciple to understand this principle. This is where it all starts. Да, с этого все начинается. Любому ученику важно понимать эти простые He's принципы. trusting his feelings, he's trusting his emotions, his experiences, and is not even aware of it, why it's wrong. Когда человек только новообращенный, он все еще живет на основании своего опыта, своих чувств и даже не осознает, что в этом не так. And when these people get confronted with God's commandment, they would say something like, "Well, I don't feel like doing it." И когда люди сталкиваются с какими-то Божьими заповедями, они говорят тогда: ну, как-то мне и не очень хочется, мне не очень нравится это делать. They want to define their will by looking at their feelings. Они хотят, знаете как, люди ассоциируют свою волю исключительно со своими эмоциями. I say, don't worry, you have to feel like you want to do it. Do you want to obey God? Yes, then you do it. А я им говорю: ну ты сильно не волнуйся, даже если тебе не особо хочется, ты не чувствуешь себя так, чтобы тебе это делать, кого это волнует? Тебе Бог говорит это делать, иди делай. Your will has nothing to do with your feelings. Воля наша человеческая, это в реальности не то же самое, что наши чувства, хотя мы привыкли их смешивать. I can decide to go to the dentist, although my feelings say, oh, this will be terrible. Несмотря на то, что мне не хочется пойти к стоматологу, я все равно могу решить к нему пойти, потому что это надо. My mind says, it's time you go. It's necessary. Мне мозг мой говорит: пора, необходимо, иди. Most people have just only learned to go by their emotions. А многие люди, они привыкли водиться исключительно своими чувствованиями. And the challenge of discipleship is teach them to obey my commandments, to keep my commandments. Смысл ученичества как раз в том, чтобы обучить этих людей пойти и исполнять повеления Иисуса. So we are being changed by changing our mind, by renewing Итак, our друзья, mind.
Мы все меняемся, обновляя наш разум. Let's go to James chapter 1. Давайте откроем с вами теперь Иакова, 1 главу. Here we find a practical application of this truth. Здесь мы находим практическое применение этой истины. Of course, in the beginning we start with basic questions that we ask and are being answered by the scripture. Итак, мы говорили с вами, что с самого начала мы задаемся важными вопросами, находим ответы на них в Библии. If you talk to people, you won't believe how many people do not understand the basic things of Christian faith. Более того, скажу вам так, вы будете немало удивлены, разговаривая с разными христианами, насколько у людей отсутствует понимание элементарных вещей, связанных с христианской верой. That is not just the case in the so-called Christian world in the West. И это не только касается, например, западного христианского мира. People have all kind of ideas. What does it mean to be a Christian? У людей сколько у них разных версий, что значит, например, быть What христианином. is church? What Что is sin? такое церковь? Что такое грех? What did Jesus do at the cross for me? Что Иисус сделал для меня на кресте? How should I live? Как мне дальше жить? Many people call themselves Christian. They never sit down and answer these important questions by the Bible. В Never. реальности многие христиане никогда не садились и не уделяли времени, чтобы просто ответить на эти элементарные вопросы. Просто они никогда так не делают. We have churches in the West. They give people a good feeling by having a family atmosphere, and you get a place of ministry. And this is how you stay connected with the church, because you are important and you have a ministry. Знаете, как, например, поступают некоторые церкви, которые на Западе я знаю? Это люди, которые привлекают новых людей в свое собрание вот такой приятной семейной атмосферой. А потом они удерживают человека в своем собрании, давая ему служение, потому что такой человек чувствует себя нужным. But it's not about ministry. It's not about what you do for God, but it's about what you allow God to do for you. Но как будто бы нет вот этого правильного понимания. Это не упирается во всю мою деятельность, то, что я произвожу для Бога. Это упирается в то, что я позволяю Богу сделать во мне. And then understanding in what way, how is He working in me to change me? How is He doing it? И обратить внимание на то, как Он вот эти перемены внутри меня производит. And we need to challenge our disciple and ask him to ask the right questions and to find answers in the Word. И нам очень важно побуждать своего ученика задаваться правильными вопросами и ответы находить исключительно в Писании. Let's read James 1. Давайте прочитаем с The вами whole passage from Иакова 1 главу 21 to 27. с 21 по 27 стих. «Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы, и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя, отошел и сразу же забыл, как выглядит. Но человек, который постоянно вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах. Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно». Here James explains that there's a big difference, a very big and important difference between a doer of the word and someone who's just a hearer of the word. В этом очень важном отрывке Иаков объясняет разницу между человеком, который исполняет слово, то есть реализует его на практике, и человеком, который просто что-то слушает. And there's a terrible warning for those who are only hearers of the word. И здесь содержится очень страшное предупреждение для людей, которые остаются просто слушателями слова. They deceive themselves. Написано, это люди, которые берут и обманывают себя. What a terrible thing if a Christian deceives himself. И это совершенно ужасная вещь, когда христианин начинает обманывать себя. And then he gives a picture to show the difference И потом он такой пример нам показывает, чтобы мы могли ясно увидеть разницу between a hearer and a doer of the между word. слушателем слова и исполнителем слова. So the picture goes like this. И вот такой прообраз. There is a man and he comes to a mirror, looks into the mirror.
Вот человек, он подходит к зеркалу и смотрит на себя, на свое отражение в зеркале. And he goes away Тут же отходит от него, and immediately forgets how he looks like. отходит и тут же забывает то, что он увидел, как он выглядит. In the natural, this is not such a big problem В естественной сфере ничего страшного, конечно, если вы так поступаете. because in everyday life you're not concerned all the time how you look like, Потому что в ежедневной нашей жизни, может быть, мы except you're a woman. уж не сильно так озадачены, This is why как the мы Bible says выглядим, it's a правда. man. It's a man looking in the Конечно, woman. если вы не женщина. Вот, но здесь говорится, вот человек, мужчина, полагаю. A man just has a quick look, okay? And up he Окей, goes. мужчина подошел к зеркалу, шпык-шпык и пошел. But a woman takes time. She really looks into the mirror. Is this right? And this and А женщина как? Она к зеркалу подошла и вот тут подправила, и вот там подправила. so he's speaking about a man. Понятное дело, что здесь про He мужчин sees речь. himself in the mirror and forgets how he looks like. Да, подошел мужчина к зеркалу, посмотрел на себя, тут же забыл. But listen, this is only a picture. Но это всего лишь прообраз. What does he want to show? Что он хочет The нам этим problem that прообразом someone показать? has that is not a doer. Это проблема не исполнителя слова. Вот здесь содержится ключевая And the проблема не blessing- исполнителя. And the blessing of someone who is a hearer and a doer. И благословение человека, который и слышит, и исполняет. And it's all in the context of being changed and growing И into всё a blessed lifestyle. Это мы с вами читаем в контексте внутреннего преображения и движения к благословенной жизни. So after giving this picture of the man who quickly looks in the mirror, then he gives the opposite. После того, как он вкратце упоминает прообраз человека, который пришел, глянул и забыл, Another person looks. он ставит в противовес человека, который посмотрел. He's not looking into the mirror, a natural mirror. He's looking into the Word of God. Понятное дело, что зеркало здесь это прообраз Слова Божьего. And James gives a wonderful title to the Word of God. И здесь Иаков называет Слово Божье очень удивительным образом. The perfect law Он of говорит, liberty. тот, кто вникает в совершенный закон, дающий What свободу. a great title of this mirror of the Word of Вы God. представьте себе, как Иаков называет это прекрасное зеркало Божьего Слова. That means you can find your true identity by looking into the mirror of the Word of Мы God. можем это перевести еще следующим образом, что заглядывая в зеркало Божьего Слова, только там вы можете увидеть свою подлинную сущность, Under one condition. свою подлинную внешность, как вы And here выглядите, you see parallel to John 8, 31, 32. но только при одном условии. И здесь мы видим параллель с Иоанна 8 главой 31-32 He's стихом. looking into the Word and continues in the Word. Он смотрит в это слово и продолжает в этом слове. He keeps hold on the things that he has seen in the Он Word. держится, он старается удержать то, что он увидел в слове. He's not just hearing an encouraging message on Sunday morning and then goes out and lives a lifestyle and totally forgotten all the promises and all the words of God about him. Это не такой человек, который посмотрел в воскресенье в зеркало какой-то восхитительной проповеди, а потом пошел и всю неделю живет в соответствии с какими-то собственными sure. внутренними установками. He makes sure that those things that he saw in the Word, that he heard from the Word, become part of him. Это человек, который стремится эти вещи, которые он увидел в зеркале Божьего Слова, услышал. Это человек, который старается их сделать частью себя самого. He continues in the Word. И он, другими словами, продолжает в Слове. Jesus says, if you abide in my Word. Иисус сказал, если вы пребываете в Слове Моем. Paul says, let the Word dwell in you. Павел говорит, пусть Слово обитает в вас. And we all know the blessed difference between coming for a visit and abiding and dwelling. И мы все с вами понимаем разницу, просто кому-то мотнуться в гости или When it- где-то When поселиться. it comes to some difficult relatives. Особенно, когда дело касается каких-нибудь противных родственников, трудных Yes, they come родственников. for a visit, but they don't come and dwell with us. Бывают такие родственники почти у всех, когда ты рад, что они пришли тебя просто навестить, но не въехали к тебе в квартиру. When someone comes to your apartment and says, now I will live here, Потому что когда кто-то попадает к тебе в дом и говорит, теперь я буду тут жить, there's a great chance that after some while you cannot recognize your apartment anymore. есть такая опасность, что спустя какое-то время вы не будете узнавать своего жилища. He's rearranging everything, Потому что когда кто-то поселяется, он начинает мебель двигать, even throwing things out. переставлять предметы или что-то вообще выкидывать. Да, и что-то новое тащить. And this is what the Word is doing. И это то, что делает Слово. It throws out things that you don't need anymore. Слово, оно вселяется и начинает выкидывать все то, что вам не надо. И начинает утверждать
и привносить новые вещи. That's why we need to tell our disciple, it's not enough to listen to sermons. Именно поэтому так важно говорить нашему ученику, слушать проповеди недостаточно. It's not enough to read the Bible, Недостаточно просто механически читать Библию. but to make sure the things that you see in the Word become a part of you. Но так важно тебе сделать все возможное, чтобы то, что ты читаешь, стало жить глубоко внутри. And yet they can only become a part of you if you are willing to get rid of those things that contradict the Word. Но это может вселиться и быть частью тебя только если ты сначала повыкидываешь все то, что твое естество наполняет. It's not possible for a believer who lived all his life in rejection and inferiority to continue, oh, just poor me, I'm so alone and no one loves me and I'm just by myself and no one helps me. Совершенно невозможно, чтобы уверовавший человек и дальше потом все время продолжал вот эти свои старые разговоры. Я никто, зовут меня никак, меня никто не любит, все меня отвергают, я одинокий. И вот все вот в таком же духе. So we need to be bold enough to stop them, to correct them, to challenge them. И нам очень важно быть достаточно смелыми, чтобы таких людей притормаживать и просить их прекращать говорить такие вещи. And we say, what do you mean no one cares for you? Очень важно сказать человеку просто, что ты имеешь в виду, всем на No тебя one наплевать. loves you. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, меня никто не любит? There are at least 3 persons that are for you and they love you. Есть по меньшей мере 3 личности, которые The за Father, тебя the и Son, любят тебя. Отец и Сын And the Spirit. и Дух Святой. So what you say, I'm all by myself. Поэтому I'm что alone. это за нытье? Я такой одинокий, я вечно один. The more loving we will be, the more bold we will be. Потому что чем больше в нас любви, тем больше в нас смелости. And we say, you committed yourself to be disciple. И мы останавливаем людей и говорим, послушай, ты же собрался учеником Иисуса быть. That means you want to obey the word. Это означает, что ты собираешься быть послушным Now Слову. I command you, stop this nonsense. Повелеваю тебя, прекращай всю эту ерунду гнать. That is love. Это любовь. Out of your soulish compassion, you may feel sorry for this person. Знаете, Oh, yeah, it's so terrible. No one loves you. Из No one wants you. своего душевного, человеческого сострадания вы можете жалеть таких людей и говорить, ох ты бедненький, а что тебя никто не полюбил? Yes, I understand. It's Да, terrible. я понимаю, ужас-то какой. What kind of a help will we be? Знаете, какой тогда толк от нас будет в жизни такого We человека? confirm them in abiding in their lives. Понимаете, мы утверждаем тогда такого человека, чтобы он продолжал жить в своей лжи. So we confront them Нам очень важно противостоять человеку в такой момент and we say, stop this. и говорить, прекращай, пожалуйста. So a disciple learns to find his identity, his true new identity in the Word. Итак, ученик – это тот человек, который ищет описание самого себя в Слове. This is one of the reasons why God has given us the Bible. Для этого, это, кстати, одна из основных причин, почему Бог оставил людям Библию. Even if you truly repented and gave your life to Jesus, you have no clue of all the good things that has happened in that moment when you were born again. Человек, который рождается свыше, чаще всего не имеет ни малейшего понятия о тех прекрасных вещах, которые он только что пережил. Only by the truth of God you will grasp things that are unthinkable. И только благодаря истине Божьего Слова человек сможет завладеть всеми этими драгоценностями, которые были для него раньше просто немыслимы. For example, a very fundamental truth of Christian faith, Romans 6, Например, фундаментальная истина, которая касается христианской веры, Римлянам 6 глава, which is the key to come out of bondage to sin. that you которая love. является ключевым местом Писания против рабства греха, который мы любим. Don't you know that you have been crucified with Christ? Павел говорит, разве вы не знаете, что вы уже сораспялись со Христом? What kind of emotion or experience will give a new believer assurance that this has happened? Какой опыт, какие переживания в жизни человека, например, только что рожденного свыше, помогут ему ощутить вот это? Paul speaks about dying to sin, Понимаете, Павел говорит о том, что мы умерли для греха. and people misunderstand the sin should die. И люди как-то странно это понимают. Они говорят, грех умер. But he says, you died to sin. Нет, он не говорит, грех вообще умер. Он говорит, это ты умер для The греха. same thing as Colossians 1:13, you were transferred from the authority of the devil and placed into a new realm of authority under King Christ. Точно Jesus. так же, как Колоссянам 1:13 он говорит, потому что вы были забраны из царства тьмы и были перенесены в царство света его возлюбленного сына, который наш царь. No emotion, no experience ever will teach you that you have been crucified with Christ.
Никакой человеческий опыт не дает вам основания как бы почувствовать, что это такое, я распялся со Христом. If you go by emotions, you will stumble over the truth. This can't be true. Понимаете, если человек привык водиться просто чувствами по жизни, ой, я распялся со Христом, да как это может быть правдой? And your mind comes with good reason. How can I be crucified with Christ when I live now and He died 2000 Да, и years тут же подключается наш интересный мозг, который говорит, как ты мог распяться со Христом? Ты живешь сейчас, а он 2000 лет назад. But when you don't trust your own thoughts and your own feelings and your own experiences, and you are taught by the Spirit, Но когда мы перестаем полагаться на наши чувства, на наши переживания, на наш старый опыт, и нас обучает Святой Дух, then you get a revelation. тогда мы получаем откровение. In a supernatural way, you understand things that your mind is never able to grasp. Это Never. что-то такое, когда мы сверхъестественным образом начинаем вникать в вещи, которые невозможны для понимания нашим человеческим мозгом. And in the same chapter, Romans 6:17, thank God we were slaves to sin, but now we became obedient by the heart. Еще благословенное это место Писания Римлянам 6:17, где говорится, что некогда мы все были рабами греху, но теперь мы стали послушны Христу от сердца. I remember the struggle that I had as a young believer, and I knew the key is obedience, but I'm full of disobedience. How can I become obedient? Я с этим очень много настрадался, когда был молодым верующим, потому что я говорил в своем сердце, я понимаю, что ключ ко всему – это послушание Богу. Но как я могу сделаться послушным Богу, если во мне столько непослушания Oh, if I only живет? can become obedient. И я говорил себе, вот как бы мне сделаться послушным must I Богу? do? Ну что мне для этого нужно? And I was really troubled by this. И меня это очень волновало. And I was in despair about this. У меня I было was такое confused. чувство отчаяния, какого-то смятения. Because I didn't look clearly at Scripture. I was looking at my feelings. Почему? Да experiences. потому что я не на Писании в тот момент смотрел. Я смотрел на свой опыт и на свои Paul чувства. does not write, try to become obedient. Павел не говорит, постарайтесь, друзья, сделаться This послушными. is what many Christians do. They И still это, live in Romans кстати, 7. делают многие христиане именно это. The good thing that I want, I don't do. Они живут вот этим стихом. То доброе, что я хочу делать, я не делаю. That thing I want to do, I don't want to do. This is what I do. А то недоброе, чего я делать не хочу, я все еще делаю. And I was crying out for God. И я вопил к Богу. And one day the light came. И в один момент I could ко мне see пришел the этот reality of свет. Scripture. Я вдруг увидел реальность Писания. Becoming obedient by the heart is not something I'm striving for. Это дословный перевод с английского. «Стал послушным от сердца». Это не то, над чем я могу пыжиться. And hoping to become one day in future centuries. В надежде, что когда-нибудь в грядущих веках я сделаюсь It's послушным. just an expression of what the miracle that God has done when I was born again. Это описание того чуда, которое Бог сотворил внутри меня, когда я родился And свыше. this revelation came together with a certain picture. И это откровение пришло в мою жизнь с определенным видением. I realized Paul is writing to the church of Romans, a church that until then he never visited. Я понимал, что Павел пишет это в послании к римлянам, а эту церковь Павел до того момента ни разу не навещал. He doesn't know these people. Он пишет He людям, doesn't know their которых spiritual condition. он никогда раньше не видел, он не знает, он не имел возможности And увидеть I imagine их sitting in духовное the back of this состояние. church, one of the most defeated believers of the church. И я представил себе, как я сижу где-нибудь на задних рядах в римской церкви, один из самых замученных верующих на Struggling свете. with becoming obedient, Сижу, и я пыхчу, я не знаю, как мне сделаться послушным Богу. full of despair. Сижу в своем And отчаянии. And here comes the elder on Sunday morning and says, praise God, we got a letter from Paul the Apostle. И я представляю, выходит старейшина за кафедру в воскресное утро и говорит: «Аллилуйя, слава Богу, мы получили письмо от Павла, Now I'm going to read the letter of the Apostle Paul. и сейчас я вам его прочту». I don't want you to listen carefully. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. And while you listen, remember, he is writing under the inspiration of the Holy И Spirit. пока я буду вам читать это письмо, So, помните, что написано в is этом письме writing the под truth. вдохновением Святого Духа, и это истинная правда. So please listen. Поэтому слушайте меня внимательно. Then while he's reading the elder, he comes to Romans 6:17. И приходит он Римлянам 6:17, Thank God доходит до you этого were стиха. slaves of sin. Читает им и говорит: What? «Слава Богу, вы некогда были рабами греха». Wait a minute, I think I'm still slave of sin. Ой, я думаю, что я до сих пор раб греха. Разве нет?
And then he says, you became obedient by heart. Но вы сделались послушными от сердца. What did the elder say? He's writing under the anointing of the Spirit. Just truth, nothing else. И тебе говорит этот старейшина, это было написано под вдохновением Духа Святого, это истинная правда. If Paul writes, I became obedient, then I became obedient И by если heart. Павел пишет и говорит, и вы сделались послушными от сердца, это значит, что я сделался This is what послушным God от says сердца. about me. Это то, что Бог говорит обо Even мне. in my poor, weak, struggling condition, Даже несмотря на мое какое-то несчастное, ни к чему не способное what I try to состояние. achieve in future decades, I have already. Оказывается, то, что я мечтал достичь через 100 тысяч лет, God- оказывается, сегодня это доступно мне. God did a miracle in my heart. Бог уже сделал это чудо в I моем сердце. became obedient by И я heart, сделался послушным от всего своего сердца. which is not the same as in practical life. Быть послушным от сердца, вы же понимаете, это что-то другое, чем быть послушным во всех практических аспектах It жизни. talks about the attitude, the Здесь- motive, the desire that God has placed in my heart. Имеется в виду движущий мотив, внутреннее желание, которое Бог уже вложил в мое And in сердце. the coming weeks and months, I found out it's so much easier to learn to be obedient when you believe that you became obedient by И heart. в своей жизни в течение нескольких последующих недель, когда я получил это откровение, я вдруг понял, это не так сложно научиться быть послушным, As long as- когда ты уже понимаешь, что Бог сделал тебя внутри послушным от As сердца. long as you believe you are a rebel by heart, Если до сих пор я живу и верю, что я внутри просто your бунтарь, efforts to try to be obedient will be very pitiful. тогда No попытки fruit, no result. бунтаря быть послушным, они будут очень жалкими. Не будет от этого Do you толку understand? особого. Вы же First понимаете, identity, then the Сначала practical life. то, как Бог говорит обо мне, и потом влияние этого на мою практическую жизнь. Many people try to be overcomers, Например, многие люди хотят быть победителями. and that's a hard job if you are convinced you are defeated. И они пытаются жить в победе, но это очень трудная задача для человека, который внутри своего сердца считает себя проигравшим и никчемным. But when you believe that you were made an overcomer, Но когда ты начинаешь принимать, что Бог сделал из тебя победителя уже, then sooner or later you get the idea, okay, if this is my identity, then let's work it out. Let's do то it. Let's тогда, do it in practice. рано Let's или go. поздно, скорее рано, человек скажет, окей, но раз Бог сделал из меня уже победителя, давайте я буду это практиковать, я буду в этом двигаться. So I say it again, if you want to change your practical life, change your identity. Поэтому говорю вам снова, если вы хотите изменить внешние аспекты вашей жизни, вашу практическую ежедневную жизнь, измените ваше восприятие себя. And there are so many fundamental truths about yourself, about your position as a child of God. И есть столько много фундаментальных истин, которые касаются вас, как детей Божьих, и того, кем вы стали, That you need to grasp and get hold of. которые нам все еще необходимо открыть, And и за then которые нам следует This ухватиться. truth will transform your identity. И тогда эти истины преобразуют наше восприятие самих себя, We no longer go by our feelings, и мы перестанем жить в соответствии с нашими but by чувствами. the word of God. Но мы начнем жить Словом Божьим, от Слова Божьего. For many Christians, it's just unthinkable, it's unbelievable that God loves them to the same measure as He loves His Son Christ Jesus. Например, для многих христиан это уму непостижимо принять, что в соответствии со Словом Божьим Бог, Отец, любит тебя точно так же, как Он любит своего Сына Иисуса. But this is what the Word says. Но это то, что провозглашает нам Слово. And by accepting this truth, we realize the love of God has nothing to do with our behavior. И принимая это, мы начинаем осознавать, что Божья любовь, она не имеет никакого отношения к нашему It's a поведению. reality in the heart of God. Это реальность, живущая в сердце самого Бога. And none of your failures and none of your sins will change the heart of И God. никакие ваши неудачи, и даже никакие ваши грехи не смогут переменить Божьего отношения к вам. But here, because now we have the stupid hyper-grace teaching, I need to add something. Но здесь мне очень важно добавить нечто важное, потому что, к сожалению, в церковь вторгается лживая доктрина о гиперблагодати. Your willful sin, this is the sin that you don't repent of and that you continue in. Ваш умышленный или добровольный грех, в котором вы не хотите раскаяться и в котором вы хотите продолжать дальше жить, Will make it impossible for you to enjoy
the love of God. не даст вам лично эту Божью любовь, которую Он But имеет it к вам does not переживать. change the heart of God to you. Но это не сможет переменить Божьего That is so отношения important. сердца к вам. Вы понимаете разницу? Because we have this strange teaching. Потому что у них есть это Whatever you странное do, God is just in favor for you. учение. And He just smiles. Окей, делай, что хочешь, Бог всегда тебе благоволит и улыбается. And He's okay with you. This is Да, и not все what the Bible нормально. teaches. Это не то, чему учит But the Писание. foundation is Но- His heart is for me. Но основание всего, Его сердце расположено And ко that мне. means I'm important Это значит, in что His я eyes. важен, я имею значение в Его глазах. I'm precious. Я драгоценен для Него лично. We are bought with a high price. God Нас paid a high price to get каждого us. Он купил себе дорогой ценой, Он заплатил невероятную цену за меня. We are important to Him. И мы настолько важны для Него. And only when the truth of the word is shining so bright that it chases away every lie, then we will experience it. И только когда свет истины, свет Писания начнет прогонять всю ерунду из нашего сердца, тогда мы делаемся способными переживать эти истины. In counseling with people, I find there are so many that don't have their priorities right. Служа людям, я понимаю, что у людей часто нарушены приоритеты. They don't understand the fundamental principle of faith. Facts, believing, experiencing. Они не понимают фундаментальных истин, которые касаются самой веры. Сначала факт, потом вера, и только потом опыт. They start with their experience Люди начинают шиворот на выворот. Они ожидают, что они начнут переживать and что-то then they сначала. conclude, then the facts must be wrong. Или, например, они переживают что-то другое, и на основании своих ощущений они приходят к выводу, что факт этот не настоящий, это неправда. A man came to me and he was struggling with this thing. And he said, my experience tells me I'm not loved by God. Пришел ко мне как-то раз один человек и говорит: знаешь, Хартик, вот весь мой опыт мне доказывает, что Бог меня не любит. He was a Christian for many years. И это был христианин долгие And годы, never understood который никогда не понимал, why his faith doesn't work. почему его вера не He работает. started with his feelings, with his emotions. Это человек, который начал с своих переживаний, со своего опыта, со своих эмоций. No, we look at the Нет. word of God, we see the fact. С верой работает по-другому. Мы сначала видим факт из We Божьего accept Слова. these facts. We submit Мы, ourselves. мы принимаем этот факт для We себя. humble Мы ourselves. смиряем себя перед этим фактом. Мы покоряемся этому факту. Instead of my failure, I dare to believe I became obedient by heart. It's a reality. Вместо своего бунтарства я принимаю, несмотря на все мои неудачи, я принимаю, что я сделался послушным Богу от всего своего сердца. Это моя новая реальность. So there's plenty of scriptures in the New Testament И есть очень много мест Писания в Новом which Завете, describe who you are since you were a newborn Christian. которые описывают различные аспекты тем, кем мы стали после нашего рождения And you свыше. need to get Или hold во of время, these точнее. verses. И очень важно нам ухватиться за эти And стихи. you give your disciple homework. Find out these scriptures that meet your basic emotional needs. Дайте задание новообращенному человеку, чтобы он взял и выписал такие стихи Писания о том, кто он во Христе, которые будут служить его личным эмоциональным нуждам. Please understand, И, пожалуйста, these scriptures that I'm talking about, they are not promises. There are many wonderful promises. примите это к вниманию. Несмотря на то, что есть очень много обетований, это даже не A обетование. promise goes like this. You do this, then I, God, will do this for you. Потому что что такое обетование? Это всегда условное наклонение. Если ты сделаешь вот это, то я, Бог, со своей стороны сделаю вон то. They are wonderful, powerful promises. И в Писании много мощных обетований. But finding our identity has nothing to do with promises of God. Но понять и принять, кто я теперь как новое творение, это совсем другое, чем обетование. I talk about scriptures that describe the reality Я говорю on the вам inside. сейчас о тех реальностях, которые уже установлены. You are accepted, you are loved, you are precious, you Вы- are important, Вы уже приняты, вы уже любимы, вы уже важны. you are enabled. Вы уже, Бог so уже many сделал other вас things. способными. И куча вот таких вещей. Это не обетование, это факты Писания. This is where we start with our disciple. И, New и с identity этого мы начинаем с нашим учеником. by the powerful word of God, Кто я во Христе? Моя новая сущность. which exposes our lies И это всю ложь начинает выносить на and by поверхность. repenting kills the lies. И когда Аллилуйя. человек кается, эта истина убивает в нем эту ложь. Аллилуйя. Amen.